Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Лилия Рашитовна Халикова. Я являюсь председателем предметной комиссии по магистратуре на факультет психологии Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы. У нас реализуются такие программы магистратуры. Это детская психология, очная форма обучения, психология образования, заочная форма обучения. На эти две направления есть как бюджетные, так и внебюджетные места. Также очно-заочная форма обучения на внебюджетной основе. Это такие направления, как клиническая психология, семейная психология, психологическое и организационное консультирование. Вот эти три направления. Что касается вступительных испытаний, мы поговорим об устном экзамене. Устный экзамен сдается в дистанционной форме. Вид экзамена – тестирование. Количество вопросов – 25. Продолжительность вступительного испытания – 60 минут. Обратите внимание, для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 1,5 часа, когда, конечно, есть соответствующий документ. Прошу обратить внимание, что у вас одна попытка. Минимальное количество баллов, которые вы можете заработать, это 50 баллов, а максимальное количество баллов это 100 баллов. Структура тестовых заданий представлена следующим образом. Это психология познания, психология личности, психология развития, социальная психология и педагогическая психология. Попрошу обратить внимание на саму дистанционную форму сдачи экзамена. Внимание! Первый вход через логин и пароль, отправленный на электронную почту. Смотрите спам тоже. К вам на электронную почту придет логин и пароль. Внимание! Последующее посещение сайта под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись, вы меняете на свой логин и пароль и дальше уже входите со своим логином, со своим паролем. Обратите внимание, перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно ваше лицо и главный разворот паспорта, где ваша фотография и ваша фамилия, имя и отчество. Еще раз обращаю внимание на то, что время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. У вас одна попытка. Уважаемые абитуриенты, обратите внимание на нормативные документы, которые представлены в личном кабинете. Внимательно их изучите. Вот здесь красным выделены, да, нормативные документы. Особое внимание обратите на внимательное изучение инструкции для сдачи вступительных испытаний. Пожалуйста. Уважаемые абитуриенты, расписание вступительных испытаний представлено на сайте приемной комиссии Башкирского государственного педагогического университета. Вы входите на сайт приемной комиссии БГПУ, находите магистратуру, нажимаете на кнопочку, да, магистратуру и находите там расписание вступительных испытаний. Расписание вступительных испытаний, вот, пожалуйста, да, факультет психология, консультацию можно посмотреть на YouTube-канале. И что касается устного экзамена. Психология, устно, вступительное испытание, форма сдачи дистанционная, консультация 8 августа. 8 августа в электронном формате вы смотрите консультацию. Обратите внимание, доступ к экзаменам открыт. Подавший документы 20 июня, с 20 июня по 6 августа, доступ к экзамену будет открыт 9 августа, это основной день, с 10 до 22 часов. И в резервный день 17 августа с 10 до 17 часов. Обратите внимание, уважаемые абитуриенты, что вот в резервный день время немножко другое. Уважаемые абитуриенты, вот в это время, вот с 10 до 22 часов, да, например, 9 августа, вы должны зайти и в течение часа выполнить тест. Время ограничено.
Ну и обратите внимание, подавшие документы с 7 августа по 12 августа, да, представлено также дни, да, 6 августа основной день и 21 августа резервный день. Подавшие документы с 13 августа по 11 сентября, основной день 13 сентября, а резервный день 21 сентября. Пожалуйста, еще раз обращаю ваше внимание на эти важные даты. Как же подготовиться к экзаменам, уважаемые абитуриенты? Также обращаемся на сайт приемной комиссии. Заходим на сайт приемной комиссии БГПУ, находим магистратуру, находим программы вступительных испытаний. Программа вступительных испытаний представлена клиническая, там так и написано в самом названии, да, программа вступительных испытаний, клиническая психология, семейная психология, психологическое и организационное консультирование, детская психология и психология образования. Вы открываете этот документ, вот, пожалуйста, документ представлен, часть документа представлена на слайде, да? Так. Здесь представлен перечень разделов для подготовки поступающих к сдаче вступительного испытания. По разделам представлена информация, по которым вы можете подготовиться, по которым нужно подготовиться. Это общая психология, психология развития, социальная психология, педагогическая психология. Уважаемые абитуриенты, обратите внимание, что когда вы уже будете сдавать, делать сам тест, да, тестироваться, очень важно распределять свое время, соблюдать темп, да, внимательно в целом посмотрите все задания, потом начинайте последовательно их выполнять. Если, вот, допустим, затруднения возникли с одним тестовым заданием, переходите на следующее тестовое задание для того, чтобы не сидеть, да, на одном задании. И, конечно же, чтобы у вас осталось время для того, чтобы вернуться уже к тем заданиям, которые у вас вызывали затруднения. То есть темп соблюдать, распределять свое время и очень внимательно читайте, внимательно обращайте внимание на само задание. Для того, чтобы ответить на эти задания, естественно, очень понять нужно само задание, понять нужно. Так, ну что ж, уважаемые абитуриенты, в программе также представлены примерные вопросы, по которым будет проводиться тестирование. Также в программе представлена литература, основная литература и дополнительная литература. Данные источники, они доступны в интернете, в принципе. Таким образом, вот, перед вами примерное задание тестовое, да, вот само задание дается и 4 варианта ответа. Вам остается определиться, какой вариант является наиболее подходящим. Именно такие виды заданий у вас будут. Обратите на это внимание. Так, ну что ж, уважаемые абитуриенты, у вас будет на магистратуру, именно на факультет психологии будет устный экзамен. И, пожалуйста, я рассказала и о расписании, и примерно куда ориентироваться, на что ориентироваться. Да? Обратите внимание, здесь на последнем слайде представлены мои контакты. Можете обращаться, можете на WhatsApp писать 8 962 542 62 04. Желаю вам удачи!